Еду к речке. И сегодня придется объехать, по объездной проехать. Придется по объездной поехать. Там, где я езжу, по центральной, там река еще большая в этом году. Все залито водой. И сегодня 10 июня, 4 часа утра. Сейчас вот я направляюсь вообще по другой дороге к речке. Обычно я здесь пешком хожу. Но надо перевезти вещи. Одним рейсом все перевезем и обратно вернемся, машину в гараж загоним и Айду с собой возьмем. И направляемся сегодня на лодке на несколько дней на верхнюю избушку. В общем, поднимаюсь. И не застрять бы здесь где. Дорога неровная. Главное, чтобы не застрять. Ну, тут вообще на УАЗике только ездят, видимо. Не знаю, обратно буду подниматься в гору. Поедет, нет, машина моя. Почему поднимаюсь на избушку, точно не могу сказать. Заранее ничего не могу сказать, что я буду там делать. Уже зимой, вот последний раз, сколько там в феврале, наверное, поднимался на буране и все. Все времени не хватает. А сегодня бросил все дела. Уже с вчерашнего дня уже собираюсь, как бы все вещи собрал, чтобы ничего не забыть. Может, кое-что и забыл тоже, но... Ну да, вон еще вода. Вода потихоньку падает, но все равно вода еще большая. И там дорога залита водой. Там залита водой, вообще сюда не подобраться. Сегодня 10 июня, и, наверное, у меня возле дома там 3 градуса тепла только было. Но прохладно на улице, очень прохладно. И здесь я не удивлюсь, если, скажем, наверное, я не думаю, а точно около 0, наверное, здесь, возле речки. Там река. Я, наверное, здесь остановлюсь и напрямик через этот двор. Обычно я здесь рыбачу тоже. Через этот двор и пойдем. Пока заглушимся, посмотрим речку сперва. Вон какая грязнули моя машина. С прошлой поездки в город, вон все в грязи. Затем пустым, наверное, не будем идти. Что-нибудь да надо взять. Так. Кто смотрит видео, я уже говорил, живут здесь дети подземелья. Избушка старая, дом старый-то есть. Ё-моё, воды еще сколько. Ну, вода падает. Вчера вообще другой уровень был. Ну, нормально, сейчас загрузим вещи. Наверное, лодку спущу и подниму вон туда. Там уже как бы сразу обрыв, ну, глубина там идет. Птицы поют, кукушку кукуют. Настроение великолепное. Восход. Свежий воздух. Фу, красота. Все. Сейчас еще в будку сходить, там весло взять. И некоторые вещи тоже. Надо собраться и уже
Не надо бешкать там, надо собираться. Май прошел. И середина июня уже. Никуда еще на лодке не поднимался в этом году. За веслом сходим и перетаскаем все вещи. Черемуха еще не цветет вон. Черемуха не цветет, но уже скоро, через пару дней, все будет цвести. И погода пока тоже не радует. Прохладно. Обычно я в это время, я обычно в конце мая поднимаюсь в верхнюю избушку и на машине вот тут я проезжаю, здесь дорога идет, луг. До туда, до лодки я на машине доезжаю до лодки и перегружаю все вещи. А сегодня, смотрите, нифига не проедешь там. Там все там залито водой. Может через пару суток, когда приедем, и можно будет здесь проехать. Смотрим. Но вода падает быстро. Вот вчера эта лодка еще, край лодки там был в воде, а сегодня уже все высохло. Вот моя старенькая будка. Людей никого нету. Все спят. Что я очень люблю, когда людей никого нету. Так. Ну что тут? Надо взять весло. Дальше, чтобы укрыть вещи, художник, это будет такой плащ. И так, еще, наверное, возьму вон те доски. Так, 2 доски, наверное, в принципе, хватит. Там сколько у меня таких. Я ведра взял, чтобы, если дождь будет, ничего под дождь не попало. Эти доски, наверное, возьму. На всякий пожарный. И вон ту куртку еще возьму. Блин. Так. Куртку, это на колени пускай будет. Сегодня холодно на лодке. А на колени положу и будет теплее. Так. Это я оставляю. Это тоже в лодку. Бывает, ложу, но он пропитывает, это из пихты доски. И пропитывает воду, вообще такая тяжелая становится. Надо что-то придумать. На дно лодки какие-то приспособы сделать, чтобы от вещи на дно лодки не выпадали. Обычно на дне там всегда вода или еще. И рюкзак или еще куртка там всегда может быть сырым, если попадет в эту воду. Ну что, хорошо-то как, ё-моё. Вообще здорово, погода. Главное, чтобы не испортилось. Там 4 дня, вот как бы РП-5 обещает, что кратковременно дожди будут, но в основном теплая погода. Теплая, бездождливая. Не очень теплая, а до 10 градусов, но главное, чтобы дождя не было. Вот так.
уже завел мотор. На малых оборотах греется. Все. Остается ездим за Айдой и поплывем вверх по течению. Айда ждет уже. Айда ждет. Ну что, ездим. Давай, поехали. Ох, нагуляешься ты у меня сейчас. Айда, пошли. Не может нарадоваться. Сколько уже Валеры сидела. На рыбалку зимнюю еще брал с собой, а сейчас уже сколько мы не ходили в лес. Спотел сильно. Пока там вещи перетаскивал. Все уже у всех все перепахано. Перепахали все уже, все огороды. Вовсю летают утки. Уже 2 партии видел. Вон Айда уже в лодке. Проверяет там. Место себе, наверное, занимает. Ой, ты что, влез? Блин, такая же. Ой, грязная. Надел вот такие болотные сапоги. Дорога дальняя. Там на речке, куда я еду, может быть затор. Но, в принципе, вода большая. А может и затора и не быть. Но все равно, может, под дождь попадем. Или еще что. Вон ветерок отдыхает, сидит. Кто-то опять забросил эту лодку. Может, запоем мужик или еще. Не думал, что вода падает. И лодку сейчас, в принципе, не убирают. Как бы доверяют друг другу. Так, ладно, ну что остается? Остается только завести мотор и поехать. Немножко вкратце поснимаю. Доедем до первой избушки. Посмотрим сперва первую избушку. А там посмотрим, что и как. Заранее, как и говорил, ничего сказать не могу. Не знаю, что там ожидает нас. Не знаю, что будет возможность. Какая будет возможность, что заснять. Айда, Лак, пошли. Лак нам. Ладно, поплыли мы. Все, тронулись. Поехали. Поехали, Айда.
21 остановка, и я здесь остановился, чтобы показать место, где в этом году опять эта река Нивжера, съела одного человека. Здесь лежит где-то утопленник, и до сих пор не смогли еще найти. Да, в принципе, пока никто его и не ищет. Смотрите, какая большая вода. И точно, где вот утонул этот человек, я думаю, и не знают, потому что напарник был пьяный. И я не знаю, как это случилось, второй утонул. И вот по рассказам, где-то вот, может, на этом повороте, и вот смотрите, какое течение тут. Течение бешеное, вода большая. И я здесь немало уже порыбачил. Вот здесь вот донки закидывал на этом месте. И здесь очень много коряг. Может, где-то и зацепилась он. Может, еще. Может, и уплыл куда-то. Я где-то с полкилометра на малых оборотах сюда плыл. Ну, чтобы, может, в надежде увидеть, там поднимется тело. Но обычно утопленники, когда тонут, они лежат на дне, в коряге зацепляются. И пока желчный пузырь не лопнет, он не выплывает. А у человека, когда желчный пузырь лопается, как-то, такое дело, что он поднимается наверх. Потому что у нас тоже, у матери брат на охоте, ледоход был, и они поехали на крутой поворот такой был. Они так крутой поворот делали, и там лед по всей ширине реки шел. Они так круто поворот сделали и перевернулись. Напарник ухватился за иву, там ива поблизости была. А наш родной тоже, он утонул. И его искали 33 дня. 33 дня, и двумя лодками искали, и одна проплыла, а вторая лодка, мужик тоже уже похоронили, уже он тоже умер, и он заметил патронтаж, чуть-чуть вот заметил патронтаж, и вот нашли нашего родного. А как вот у нас наши вот, не знаю, может по России так ищут человека, скажем, вот струя течения, и на течение ложат икону, деревянную икону, и икона вот плывет, и где вот лежит утопленник, или где-то поблизости, икона останавливается и крутится, он дальше не поплывет. Не знаю, какая там сила, магия, но по этой иконе вот и у нас ищут. Икона плывет и останавливается. Вот сейчас вот тоже вот с этого поворота, даже не с этого, еще 2 километра повыше икону спустили, и вот икона здесь все проплыла, и несколько раз вот за тем поворотом, вот там, икона, говорит, в одном месте останавливается и крутится, и все. Дальше не плывет. Может быть, вот тоже вот человек здесь вот проплыл здесь все это, и может где-то в коряге зацепился там ниже. Но человека еще не нашли. МЧС, как всегда у нас, приезжает, ищут, пытаются что-то, и они обратно уезжают. До конца дела не доводят. Это если на Печоре или на больших реках где-то кто-то побогаче человек там тонет или потеряется, где-то забудется в тайге, его ищут. А у нас тоже и человек в лесу пропадал, там медведь сожрал, там кости через несколько лет находили. А чтобы вот в поисках не было такого, чтобы МЧС кого-то находил. Под водой или на суше не было пока такого. Сейчас в общем, такая история. Здесь вот и пока не нашли вот утопленник. Я говорил еще ранней весной, каждый год тонет человек. В прошлом году не тонул, а в этом году уже 2 человека. Одного нашли, а второй еще где-то в глубине.
этой обжоры Нивжера. Страшно это, конечно. Страшно. Ну что, у нас я еще внешним баком, как бы, вот этим, здесь я заправлял, вот этим баком ехал. И сейчас я переведу все это и уже буду отсюда бензин тратить. Отсюда и что еще? И вода где-то вот еще в лодку заходит, еще воду надо. Отсюда кояны во Шемкала. Блин. Словарный запас русский, конечно, у меня не так велик. Когда еще частенько не могу найти те слова, нужные слова. Так, все. Сейчас уже будем. Заведу уже и топливо будет уходить из этого бака. Все. Поплывем дальше. Вот такая погода великолепная сегодня. Солнце. И звук природы. Я стараюсь поменьше вставлять мелодии, песни там в свои видео. Потому что слышите, какой прекрасный звук природы. Что еще надо? И у нас еще дальняя дорога. А у нас много еще километров надо плыть. Айда. Сегодня сюда зацепил его. Раньше там я его, он там бесится. Ну ладно, поплывем, что потом. Так, остановка номер 2. Первая изба моя. Надо посмотреть, изба хоть стоит или нет. В ушах гудит, все гудит. О, сосна еще стоит. Великая сосна. Великая сосна стоит. Так, в принципе, что? Здесь мусор, наверное, немножко пособираю. Вот эти сучья, все падает. Эта сосна гниет, блин. Так, уток не видать. Уток нету. Угу. Да, это ведро. Ведро надо отсюда готов брать. Ну-ка, иди. Здесь Мишка, наверное, в гостях побывал. Привет передавали, что Мишка тут опять появился. Фу. Я здесь вот рубил, колол эти дрова. Тоже подубраться надо.
Так, лодка на месте, все на месте. Здесь у меня приманка. Старая приманка. На куницу я. Здесь всякие вкуснятины для куницы, но не использовал. Капканом не ловлю. Капканом сейчас ловить невыгодно. Куница вообще копейки. Принимали на 1400 в эту зиму. 1400 и вообще там придирались, говорят охотники. И, наверное, придется забросить все это дело, эту куницу. Айда, ты куда? А? Да, воды, конечно, еще ого-го. Еще где-то 1,5 метра, наверное, уровень выше летнего. Долго здесь задерживаться не будем. Быстренько здесь мусор уберем. И вот тут тоже это с осени, наверное, еще. С осени. Это леса тут. Леса еще поднимает. Вот. Все уберем потихоньку. Вот так. Все зарастает. Ё-моё, блин. Скоро тоже луг не останется. Вон, видели, сосны. Это в прошлом году здесь этих сосен еще не было. Это за один год. За 1 год. Вот смотри. Я купается-то. Соскучилась. Соскучилась от чего? От беготни, от купания. Гуляет. Пусть гуляет. Если не прорубить вот эти сосны, он такие росли, корень такой. У сосны корень вниз идет, а у ели вширь. И у сосны корень глубоко в землю зарастает, а у ели уже совсем другое. И вот смотрите, не надо никакой посадки. Природа сама сажает. Дед этого, конечно, мне, наверное, не простит, что я все это дело забросил. Мы еще с ним здесь воевали, все рубили тут, прорубали вот эти места, как бы, чтобы больше луг был. Чтобы больше луг был, побольше сена, чтобы заготавливать. А сейчас уже, вон, смотрите, что творится. Ну да ничего, что потом. Корову не держим, скотину не держим. Ой, блин. Еще зарастает, блин. Береза тоже. Я березу с сорняком считаю. Некоторые вот рубите березу там или еще. Кому это надо? Это сорняк. Это самое быстрое из деревьев, которые растет. Не хочешь, он моментально на вырубках, он за несколько лет уже зарастает, все, этим березами. А там тоже вон. Вот посмотрим через 5 лет, там уже не узнать эти поля, она все зарастет. Раньше мы перестали как бы здесь сено косить. Давали вот этот сенокос другие после нас вот несколько лет еще косили, там стога делали, заготавливали сено. А потом и они уже тоже корову зарезали. Никто уже сейчас не держит. Чего, ни коров, ни скотину вообще мало кто держит. Весной тут никого не было. И так.
место костра. Но в основном мы на мангале вот здесь. Здесь варим, жарим. Будут походы, здесь еще поснимаем. И в прошлом году я закрыл эту избушку. У меня висит замок. Судите, можете судить, но так надо, потому что наша молодежь, ньюшевская тоже. Я несколько раз предупреждал, не надо там мусорить, а они каждую весну приходят, нажрутся, настреляют, гильзы накидают там, в избушке бардак, в общем, оставляют. Я их предупредил, и они знают, что у меня избушка закрыта, и перестали ходить. А если я буду знать, что, скажем, нормально будут вести люди, я, конечно же, открою. Но сейчас пока у меня под замком. Верхняя избушка это в тайге. В тайге это не принято. В тайге это все открыто там. Если человек придет там, конечно же, чтобы избушка была открыта. А тут от села 14 километров, и на каждом повороте избушки. Избушки, некоторые тоже под замком, но уже люди, кто знает, что избушка там закрыта, уже второй раз уже не приходит. Знают, где какие избушки закрыты, и не стараются туда уже заходить. Так. Немножко подубраться, и дальше надо ехать. Чуть соберем этот мусор. Свалить. Пока на амбар не свалился. Вот. Попытаться как-то, может, получится в одиночку свалить это огромную сосну. Толстая, огромная, диаметром, 50-70, наверное, даже. Шины не достанут, но что не попытаться-то? Может и получится. Все. Не знаю. Заходите уже на избу не буду. Что там смотреть? Замок висит, крыша есть. Главное, что стоит избушка. А мы уже здесь тоже подремонтировать надо крышу. Ладно, собираемся и едем дальше. Немножко подубрал там крупный мусор. Продолжаем плыть. Пошли, садись, давай. Сама. Шли. Потихоньку, но вода, лодка опять заходит, Лодка на берегу была и высохла, наверное.
Вон там струя течет. И нам приходится несколько километров поворот сделать. А хотя вот здесь можно вот чуть-чуть поработать, убрать и здесь проехать. Первое небольшое препятствие у нас. Вот поперек реки вот такое дерево свалилось. И там, наверное, придется прорубить. И повернет все это дерево. Так, да, наверное, там лучше перерублю, чем пилу уже доставать не буду, там фигня работана. Задний включим. Удобный мотор, есть задний. И остается перерубить там. Вон какое течение, страсть прямо, блин. Опасно. И я вот, там я показывал, где струя, вон туда и заходит. Вон туда заходит. И такой поворот здесь, большой поворот. Но это фигня. Бывает, блин, пилой там часами приходится пропиливать дорогу. Там заторы очень большие бывают. Можно и там перескочить. Там воды, наверное, сантиметров 15 поверху этого бревна идет. И можно перескочить. Но я лучше сразу перерублю. А уже когда будем спускаться, уже чтобы не задерживаться. Вода падает, и все равно придется, когда обратно будем плыть по течению, придется нам остановиться, или там уже придется также прорубить, или можно спилить. Вон, смотрите, сколько пены тут. Вон, сколько пены. О, пена такая. Пенопласт. Пенопласт натуральный. Вон. И мусора сколько тут. Блин, так опасно тут. Глубоко, и воды очень много еще лишней. Ладно, работать надо, наработать. Перерубил и сразу начал поворачивать. Фу. Еле успел отплыть. С таким напором течение перевернуло это дерево. Так, надо завести и... Так, поплыли дальше. Блин, топор, чтобы, главное, в воду не упало, блин. Было дело тоже. Начал так рубить. Толстая береза, поперек тоже была. Диаметром, наверное, 20 сантиметров. Начал рубить также. И у меня топор из топорища. Короче, топор улетел от топорища. И в руках только топорище осталось. Я остался без топора. Я начал пилить, как бы это бревно толстое, диаметром 20, наверное, было. И у меня прижало шину, так, и начал я рубить, доставать пилу, и у меня топор вообще улетел в воду. Хороший топор был, остался только в руках топорище, и вот с тех пор, после того, как бы я стараюсь брать два топора, один, чтобы в запасе всегда все равно было. А сегодня я с одним топором, между прочим, блин. Вот жизнь учит человека, и все равно вот как-то себя мы не слушаем. Вот, показывал. Здесь напрямик уже можно ездить. Ну, там
течение свое дело делает. Будет время и здесь будем. Там немножко, конечно, надо спилить. Но вода в будущем году, наверное, там мусор все унесет. Были, конечно, и утки, но я снимать не стал. Как-то с поворота поднимаются и улетают. Не успеваю включать фотоаппарат. Все, поплыли дальше.